Иди, Клим, ну что ты стесняешь? Так, погода, честно говоря, такая себе, да? Красиво. Нормально. Йоу, hello, дорогие друзья, я приехала на хутор. Боже, короче, словами не описать, что вообще происходило с нами в этой движухе. У нас такая комната с отдельным входом, никого. Видок, конечно, крутой. Вот, тут мое рабочее место. Благо интернет есть. Тут рулетос спит со своими игрушками. Наша кровать моей соседки. Мы выезжали с Грина в 9. Моя машина была нагружена как никогда в этой жизни. Ну ладно, машина ехала, все хорошо. Заправились, погнали. В Поставах меня гайцы за парковочку приняли, но я отделалась благодаря своему невероятному красноречию. Я отделалась предупреждениями. Сейчас поработаю еще немножко. Нужно рульки воды принести. И что? Короче, работать тут очень тяжело. Тут даже элементарно тяжеловато скачать какие-то файлы. Я надеюсь, что сегодня там какие-то чуваки арендовали целый дом, и вроде бы они забухали, и они не приедут. И я надеюсь, что я смогу переселиться в этот дом, нормально работать. Туалет с видом. Я дико извиняюсь. Да. Ой, сейчас полежу полчасика. Я так устала, честно говоря, работать в 6 утра. Полежу полчасика, и у нас будут занятки дальше. Я только что такая к рульке пододвинулась. Такая, ой, ты моя вонючка. А потом занюхнула, и она реально уже в какой-то мертвечине вывалилась. И сейчас от меня обтерлась. Прости, рулька, но я буду тебя влажными салфетками протирать, потому что иначе... Фит-чек. Фит-чек. Байка сек. Майка. Очень клевая. Тоже сек. Штаны. По-моему, это село или что-то такое, или де-факто, что-то очень дешевое. Неважно. Носки. Шерстяные Марк Форнель. Тапочки Хантер на скидке.
хлеб. Пекарня Дражина. Такой душ. Я ж не оторву это, наверное. Отчаянные времена. Ну что, прорежешь? Выноси палец. Рулька, это сосиска без мяса. Тебе вообще это не интересно. Нормальный бутик. Facciamo ascoltare ma tam concertul cu Starbucks Sfintus. Эх, сегодня наш последний, можно сказать, полный день в Ковторунах. Вчера, конечно, было очень весело. Мы занимались звуковым восприятием. Там вложили человек. Мы должны были создавать некоторую атмосферу. Он должен был воспринимать мир с помощью звуков. Потом после того, как мы разбудили наши эмоции и звуковое восприятие, мы должны были сделать перформанс. И разделились на две команды. Короче, первая команда, ребята, другие сделали нам прям концерт. Мы сели с закрытыми глазами, они включили гирлянды, то есть было такое мерцание. Девушка играла на варгане, кто-то там барабанил. Короче, тоже было так уютненько, еще там треск камина и все такое. Вот. А мы сделали какой-то хоррор-квест. Мы решили сделать лес. Мы настелили под низ пакетов, типа это листва, там веник подложили, потому что он тоже как ветки хрустит, там пленку пупырку, какие-то коврики, как будто ты идешь по мху. Человеку, который шел, надевали маску на глаза, то есть он ничего не видел. Его вел проводник, шептал, то есть там звуки леса, пели птицы, там совы, все такое. Мы нарвали веток и сделали лес, типа он прибирался через лес. И нам ребята сказали, что типа когда ты идешь, ничего не видишь, то, ну как бы
в голове разворачивается какой-то прям невероятный, коршуны, невероятный спектакль, а когда ты открываешь глаза, видишь эти там типа пакеты из-под мусора на полу, ты такой, так, в смысле, как такое возможно? Короче, было весело. Но я, честно говоря, не могу отдохнуть полноценно, потому что работы много. Встаю очень рано, работаю, потом у нас такая движуха адская, я утреннюю движуху, к сожалению, зарядку пропускаю, зарядку и автописьмо. Вот, что приходится довольствоваться малым, но на самом деле расписание такое плотное, что как будто ничего не пропускаешь. Вот, сейчас у нас будет рисование, и потом будет режиссура, что-то такое, милые яблочки. И потом мы пойдем в баню. Идем. Детка моя, конфетка. Уставшая собачка. Все, собачка прилегла. О, рулеточный лохавчик. Не, нельзя ни в коем случае. В лампах, на фотосдымках, а у меня есть глубина, но у меня есть шмат всего, и он живет, растет, умирает. И вырастает, погибает, загинает, он не шукает, пукает, смеются, радуются, напивается, купается, плачет. Все есть. Да. Это просто охуенно! Я еще... Мы вчера с девчонками разговаривали про какие мы переживали паранормальные опыты. У меня, честно говоря, не было никакого паранормального опыта. Вот. И мы, короче, обсуждаем это, там, всякие какие-то там чтения мыслей, бла-бла-бла, окей. И тут, короче, на стене раздается звук вот тех вот цимбалов. Здесь вот висят цимбалы. Короче, я понимаю, что это все от температуры перепадов, струны там расширяются, сужаются, как бы все это понятно, да. Но в тот момент, в ту атмосферу, когда темно уже, и тут такие еще места мистические, мы живем в доме писателя, и у него книги про оборотней, про эти места тоже, ну, короче, такая мистика нормальная творится. Окей, ладно. Так вот, я осталась одна, и я сижу, что-то загружаю свой видос с задания, и, короче, холодильник делает такой звук, типа, короче, как выдох. Он только что сделал так же, но я тогда, короче, пересрала просто с горящими пятками из этого дома, выбегала и не хотела возвращаться одна. Такие дела. То есть мы 3 дня сидели под дождем, а сейчас начинается какая-то солнечная погода с чистым небом. Пипец. Ребятки, это унизительно. Боже, какая чистая вода. Холоднющая, наверное.
Прикол. Ну, капец. Надо было брать солнечные очки. Не, ну я, конечно, все понимаю, но можно было такую погоду, пожалуйста, сделать 3 дня назад? Вообще, что это? Капец. Голубое небо, блин. А мы, значит, под дождем мучились все это время. Ее даже никак не объехать. Ну ладно. Не избавляем главные оборотики. Короче, ребята, из последних новостей я заглохла. У меня сел аккумулятор почему-то резко. У меня 100 километров до Минска. Я хочу писать. Вот. У меня есть безалкогольное пиво. Да. Ну, ко мне едет Клим, не знаю, мы, наверное, не будем вызывать эвакуатор, можно подкурить.